Зачем нужно держать пост в месяц Рамадан? В священный месяц Рамадан всем мусульманам предписано поститься, и многие из нас держат этот пост. Большинство людей приходит к этому осознанно и стараются исполнять эти предписания со всей тщательностью. В данном выпуске хотелось бы задать вопрос: зачем нужно держать пост в месяц Рамадан? В чем его цель? Конечно, современные религиозные учителя сразу приведут несколько ответов на этот, казалось бы, простой вопрос. В одном все согласны, что пост в месяц Рамадан – это богоугодное дело, и по крайней мере в духовном плане оно полезно. Но давайте чуть глубже разберемся, в чем же суть и смысл этого поста, основываясь на всем слове Аллаха. Вот как Коран Карим говорит о посте, сура Аль-Бакара. «О те, которые уверовали, вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам. Быть может, вы устрашитесь». В связи с этим есть и такой интересный аят в суре Хадж. «Ни мясо, ни кровь их не доходит до Аллаха, до него доходит лишь ваша богобоязненность». Хотя здесь говорится о курбане, жертве, понятно, что Всевышний Аллах обращает внимание читающих Коран на общий принцип, который должен лежать в основе всех актов поклонения человека Аллаху, в том числе касательно соблюдения поста в месяц Рамадан. В предыдущих книгах Аллаха, как говорит Коран Карим, также имеется установление о посте. Например, царь Дауд, когда постился, описывал в книге Забур свой опыт соблюдения поста следующими словами: «Изнурял постом душу». То есть он мучил или, другими словами, усмирял свою душу постом. Имеется еще несколько важных аятов о посте в книгах Аллаха, которые описывают различные аспекты этого вида поклонения Аллаху. Что можно заключить из этих аятов о посте? Во-первых, пост в месяце Рамадан предписан людям самим Аллахом. С этим мало кто будет спорить. Во-вторых, этот пост, будучи одним из ритуальных предписаний Аллаха, не будет иметь никакого значения, если он не будет сопровождаться богобоязненностью со стороны постящегося. В-третьих, основной целью поста является усмирение своей души пред Аллахом, как об этом говорит царь Дауд. Отметьте, что ни Коран Карим, ни предыдущие писания ни слова не говорят о том, что воздержание от пищи в это время поста нужно для прощения грехов, или что во время поста прощаются грехи. По этому поводу есть важный аят в книге Забур, который дает ясно понять, за какую цену прощаются грехи людей. Человек никак не искупит брата своего и не даст Аллаху выкупа за него. Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы. Этот аят четко говорит, что нет такой цены, которую человек может дать в качестве выкупа за свою душу или душу другого человека пред Аллахом. То есть никакими постами, ни другими религиозными действиями и обрядами мы не заслуживаем искупления своих грехов у Аллаха. Зачем же тогда нужно держать пост в месяц Рамадан? В чем смысл? Рассмотрим один интересный эпизод, произошедший с Наби, то есть пророком Иса, и описанный в книге Инжил. Как-то раз к Наби Иса обратился молодой и очень богатый человек и спросил, что ему нужно делать, чтобы получить вечную жизнь. Другими словами, спастись и не попасть в ад. Наби Иса ответил ему, что ему нужно соблюдать заповеди Аллаха. Тот ответил, что он с детства всех их соблюдает, но, и тут важно, спросил, что ему еще не достает. Интересно, да? Почему ему что-то не доставало? Наби Иса пояснил ему, конечно, что ему не достает. Кому интересно, найдите этот эпизод в Инжиле и прочитайте полностью, очень полезно. Например, в книге Инжил смотрите повествование от Луки, 18 глава. Для нашего размышления по поводу поста тут важны несколько моментов. Во-первых, касательно соблюдения заповедей Аллаха. Почти во всех религиях все эти заповеди очень тщательно классифицируются. То есть какие-то выделяют в обязательные, фард или парс, какие-то в рекомендуемые, мустахаб и так далее. Но суть везде одна. Это все заповеди Всевышнего Аллаха. Наби Иса четко сказал: хочешь получить вечную жизнь, имеется в виду Аллаха, то есть спастись от огня ада, соблюдай заповеди. Все ясно и понятно. И этот молодой человек, будучи, кстати, весьма богатым, то есть могущим себе позволить соблюдать практически все заповеди Аллаха, для этого у него была масса свободного времени, отметил, что с детства всех их соблюдает. Вроде бы все прекрасно. Что же ему нужно было еще? Аллах наделил его немалым богатством, заповеди все соблюдает. Живи и радуйся, как говорится. Кстати, среди заповедей тех времен было немало относящихся и к посту. Набожные яхудеи в те времена держали пост каждую неделю и по несколько дней, и не до захода солнца, а сутками. Так что соблюдение всех заповедей в те времена тоже не так-то легко давалось. Но что же не давало покоя этому молодому и богатому юноше? Что же не доставало ему в его-то положении? Интересно, что хотя сам Наби Иса сказал ему соблюдать заповеди, он сам же и ответил на его вопрос, что ему не хватало. И что же?
Наби Иса сказал ему распродать все свое имущество, раздать деньги бедным и начать следовать за ним, то есть за Наби Иса. И это сильно опечалило того человека, потому что, как написано, он обладал большим имуществом. Причем тут пост в месяц Рамадан, спросят некоторые. Как и с этим молодым человеком, пост в месяц Рамадан тоже является предписывающей Кораном заповедью, одной из многих. И таких обязательных, рекомендуемых, полезных видов заповедей существует довольно много. И если серьезно подходить ко всему этому, надо только этим и заниматься, как соблюдать все заповеди и предписания. Но как и в случае с этим человеком, соблюдение всех заповедей Аллаха не даст нам полной уверенности, что у нас все хорошо. Почему? Просто сравните жизнь обычного рядового человека с этим молодым и богатым юношей. Действительно, мало кто на земле может сравниться с этим молодым человеком, который соблюдал все заповеди с детства и все равно был чем-то недоволен. То есть чувствовал, что ему чего-то не хватает. А что нам, простым людям, тогда остается? На примере этого молодого человека ясно видно, что соблюдение всех заповедей Аллаха, в том числе и поста в Рамадан, ничего не гарантирует нам. Почему? Потому что соблюдение заповедей Аллаха не меняет сути человека. И каждый здравомыслящий человек понимает это. В лучшем случае эти заповеди могут помочь человеку стать внешне чуть лучше, например, более дисциплинированным, но сути человека не меняет. Как известное слово Аллаха, наша суть заключается в том, что мы все негодны пред Аллахом. Прямо говоря, грешники, которые постоянно творят грехи в поступках, словах и мыслях. Это наша сущность как людей. У тюрков это называют пенде. Эту нашу греховную сущность никакими заповедями не изменить. Вот эту неподвластную никаким заповедям греховную сущность подсознательно и чувствовал тот молодой богач, хотя он с детства все эти заповеди соблюдал. Зачем тогда нужны были эти заповеди, если они нас не могут изменить? Вернемся к посту Рамадан. Многие ведь как смотрят на этот месячный пост? Весь год грешил, а теперь пришло время отвечать за свои грехи, то есть помучить себя за них. Может, Аллах увидит мое старание и простит мне мои грехи. Не так ли? Пройдет время поста, и у большинства людей опять все вернется на круги своя. Снова старые привычки, старые грешки, обиды, непрощения и так далее. У всех людей грехи разного порядка. У кого-то потяжелее, у кого-то полегче. Это как мы любим их делить между собой. Но суть одна: грех есть грех. В чем тогда смысл поста, если после него ничего не меняется? Ведь есть много людей, которые не мучают себя никакими постами и другими ограничениями и ничего, живут себе припеваючи. В чем тогда отличие держащих пост от остальных, если потом все они опять живут по-старому, то есть снова грешат? Неужели мы думаем, что этим можно как-то впечатлить Аллаха? Ладно, 1 месяц типа помучились, вот смотри, а все остальное время 11 месяцев будем жить как жили, то есть грешить. Каким мы тогда представляем Аллаха? Как вы думаете, что будет с фирмой, работники, которые в течение только 1 месяца выполняли бы добросовестно всю свою работу, а все остальное время балбесничали, воровали, отлынивали от работы и все портили? Насколько долго протянет такая фирма? И каково было бы ваше мнение о шефе этой фирмы, который позволял бы такое поведение со стороны работников? Для любого здравомыслящего человека ответы на эти вопросы очевидны, не так ли? Тогда почему люди думают, что всевидящий и всемудрый Творец всей Вселенной Аллах будет каким-то образом впечатлен нашим постом во время Рамадана и потом будет смотреть сквозь пальцы на наше греховное поведение в течение 11 месяцев, только потому что мы, видите ли, постимся 1 месяц? Ответ очевиден. Таким образом мы видим, что соблюдение поста в месяц Рамадан не имеет никакого отношения к нашим грехам. Он их не очищает и не отменяет. Да и вообще соблюдение любых заповедей не решает нашу проблему грехов. Опять возвращаемся к нашему вопросу. Зачем же тогда держать этот месячный пост? Пост Рамадана – полезное дело, если понимать его истинный смысл, который заключается в том, чтобы смирять свою бунтарскую душу пред Аллахом хотя бы в течение 1 месяца. Это позволит нам приближаться к Аллаху, искать Его, задуматься о путях своих, искать добрый путь, как написано об этом у древнего пророка Иеремии. Так говорит Аллах: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Вот это истинный смысл поста, а не замаливание грехов. Отсюда вытекает и цель поста во время Рамадана. Задуматься о своей жизни, куда мы идем, что с нами будет, как нам оправдаться пред Аллахом. Ответ один: искать и найти прямой путь к Аллаху, аль-сират аль-мустаким, о котором много говорится как в Коране, так и в предыдущих писаниях, на котором мы реально сможем очиститься от грехов, и на котором Он простит нам наши грехи, и мы не будем совершать их вновь, то есть не попадем опять в карусель повторных грехов. Об этом прямом пути есть отдельное видео, которое вы можете найти на этом канале. Как искать Аллаха?
Он уже давно показал нам несколько путей для этого. Один из самых важных и наиболее доступных через чтение и изучение всего его вечного и неизменного слова, как Коран Карима, так и предыдущих писаний Таурата, Забура, Писаний пророков и Инжила, которые вы можете найти по ссылке на экране. Читать его слово и размышлять над ним – вот наиболее полезное занятие во время поста, которое просветит ваш разум и сердце и покажет истину, которую Всевышний Аллах уже давно открыл всему человечеству. И в завершении я бы хотел привести одну небольшую притчу о посте Рамадана. 4 юношей увидели старика, который ел вместе скрытым от людских глаз в месяц Рамадан. «Дедушка, вы не поститесь?» – спросили ребята. «Я постюсь. Я просто пью воду и ем». Юноши рассмеялись. «Что вы имеете в виду?» Дедушка ответил: «Я не сплетничаю, я ни на кого не смотрю свысока, не смеюсь ни над кем, не сквернословлю, я никому не причиняю вреда, я поминаю Всевышнего, я не смотрю на чьи-либо собственность с завистью, но, к сожалению, мой желудок болен, поэтому я не могу голодать». Затем он спросил у парней: «Вы тоже поститесь, дети мои?» Ребята склонили головы, один из них ответил смущенно: «Нет, мы просто не едим». Да поможет вам Всевышний Аллах в это время не просто не есть, а концентрироваться на нем и на его прямом пути. Аумин. Если у вас возникнут вопросы, пишите на электронный адрес на экране.